القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون. الأرض لنا والمجد لنا، القدس لنا، إليها عائدون. يا قدس السماء نفديك دماء، يا أرض المسيح مسرى الأنبياء. نحن الغالبون من كل الدروب، حتما زاحفون من تحت الحجر، من بين الشجر، مع عصف الرياح نحن قادمون. القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون. الأرض لنا والمجد لنا، القدس لنا، إليها قادمون. Добрый вечер. Мы так рады видеть вас сегодня на такой необычной выставке. Искренне рады приветствовать вас в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки Чувашской Республики на торжественном открытии юбилейной 110-й международной художественной выставки «Палестина в наших сердцах». Открытие первой выставки «Палестина глазами художников Башкортостана» и показе 31-й выставки дизайнера, академика Академии творчества Ларисы Солнечной «Палестина в сердце моем». Сейчас прозвучит гимн Палестины и гимн России. И далее вашему вниманию будет представлен фильм о самой-самой первой выставке «Палестина в наших сердцах».
Это впервые в истории России организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца ознакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Ануннаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это и первый из ануннаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы у людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حرف الوطن زي العبر بالصدر محلى
развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки. Хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боль и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. что у нас внутри и что мы видим снаружи. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем!
ويسعدني في البداية Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Басам Аль-Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас, они показывают пример, они получая образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать: правда победит всегда. Создателям такого прекрасного фильма. Спасибо огромное всем участникам выставки, международной, собравшей такое огромное количество участников. Для открытия выставки слово предоставляется заслуженному художнику Российской Федерации, заслуженному художнику Республики Башкортостан, народному художнику Чувашской Республики, председателю Союза художников Чувашии Владимиру Порфирьевичу Нагорнову. Добрый день, дорогие друзья. Ну, сразу же я хотел бы сказать, что выставка очень содержательная, интересная и подкупает тем, что они глубину показывают человеческого характера, психологии и боль, которую испытывает. И доктор Басам, взявшись за этот проект, я помню, это было много лет назад, когда он начинал еще, ну, можно сказать, робко, но очень уверенно шел к своему делу, потому что он делал это от всей души и с добрыми намерениями объединить художников, которые с разных регионов стали участвовать на этих вот выставках «Палестина глазами российских художников». Вот. Эти работы выставлялись, начиная сначала здесь, в Чувашии, в Чебоксарах. Дальше это стало развиваться уже по другим регионам, как в Пензе, Татарстане, Башкортостане и даже уже и глубоко в Сибири, в Барнауле, да? Вот. И вот это вот то, что цель, которую он поставил, она, в общем-то, является, будем говорить, уверенная цель, потому что он знает, что делать. Нужно, чтобы художники не политическими делами занимались, не конъюнктурой там, в каким-то, допустим, отражали конъюнктурные вещи, а нет, вот именно истинные художественные вещи, где каждый художник передает по-своему вот ту жизнь, как он представляет или изучает, знает и так далее. Вот. И некоторые художники участвовали также и за рубежом. Там и Иордания, вот, и в других там странах. И поэтому, в общем-то, набирается опыта. И вот это объединение художников, это консолидация вокруг добра. Мы должны именно своими произведениями вести какую-то борьбу, что ли, за гуманизм, за справедливость, за мир
на нашей земле. Вот. Я поздравляю с этой выставкой, она действительно содержательная и отличается от первых выставок. Настолько уже, так сказать, разнообразная, композиционная, и в масляной живописи, и в графике, и в портретный жанр, и пейзажный, и картинность здесь вот есть, за которую я всегда борюсь, в Советском Союзе. Ну что, чтобы не просто так писали природу, как упражнение, а писали содержательно. А здесь это очень есть. Вот эту психологию, передача боль человеческую, страдания, все здесь вот есть. И, в общем-то, может быть, люди вот вникают в это. И я думаю, каждый поддерживает доктора Бассану, как бы в это солидарно. Мы, художники, призваны на борьбу за справедливость, доброту. Будем едины. Спасибо. Особые слова благодарности хочется сказать модератору данного выставочного уникального проекта. Это председатель Чувашского регионального отделения Императорское православное палестинское общество, академик Международной академии Европа-Азия и Международной академии культуры и искусства Басам Фатхи Аль-Балауи. Вам слово, уважаемый Басам. Добрый день, дорогие друзья. Какая Россия великая, какая огромная, какая большая, какая у нее сердце. Ведь Россия занимает 1/8 часть земного шара, имеет 12 морей, 2,5 миллиона рек, 2,5 миллиона озер, 8,1 миллионов квадратных километров лес, сотни, тысячи городов и деревень, 62% мировых ресурсов над землей и внутри земли. Поэтому она и многострадальная, поэтому постоянно хотят ее отвоевать, хотят завладеть ее ресурсы, ее богатство, хотят заставить ее народ подчиняться. Изучив историю многострадальной России, сколько миллионов людей отдали жизни за свободу России. Это ведь свободолюбивый народ. Мы, палестинцы, учимся у великих народов России. Как бороться, как освобождать свою родину. Это процесс непростой, это очень тяжелый процесс. Палестинцы ни в чем не провинились, что у них отняли родину. Вот здесь я хочу взять одну картину. Эта картина изображает историю палестинского народа и его страданий. Сверху, как вы видите, баржа, или как она называется, ведет людей иммигранты. Это в 40-х годах. И там написано на английском, что немцы нас убивали, уничтожали, разрушили наших домов, убивали наших людей. Мы верим, что вы, палестинцы, не откажетесь нас принимать. Вы примите, пожалуйста, нас. Мы приехали к вам. И вот палестинцы приняли их. И за что заплатили палестинцы? Остались без родины. Они потом начали сами убивать палестинский народ, уничтожать его, и придумали историю, которая не существует нигде. Только в их больные мозги, что это историческая их родина, что Бог им обещал. Какой Бог? Где нашли такого Бога, который им обещает? Или, как
Бог обещал Байдену, может быть, Россию победить или уничтожать. Это просто больные мозги, неблагодарные, которые построили свое счастье на несчастье другого народа. 76 лет прошло, и палестинский народ заплатил за свою доброту, за то, что он принял этих иммигрантов у себя на родину. В результате 13 миллионов палестинцев в изгнании находятся, беженцы 7 миллионов 200 тысяч у себя на родину беженцы, больше половины народа уничтожен. И сегодня в секторе Газа, сектор Газа я сейчас вам покажу, держите, пожалуйста, девушки. Вот эта картина. Вот Палестина зеленая, когда начали иммигранты приезжать. Вот в этих белых точках мы их приютили. И посмотрите, что они с нами сделали, что оставили от нашей Родины. Все, как раковая опухоль, все. И мало все. И напали на Египет, забрали часть земли. И напали на Иорданию, забрали часть земли. И напали на Ливан без конца. И напали на Сирию. И каждый день бомбят Сирию. И здесь посмотрите, сектор Газа. Вот сектор Газа. Сектор Газа раньше был 1/3 территории Палестины. Они загнали туда. Сектор Газа меньше, чем Чуваши, знаете, во сколько раз? В 50 раз. И они загнали туда 2,5 миллиона палестинских беженцев, отобрав их домов, их жилье и загнали туда. А там что? Как они? Вот представьте, в Чуваши будут жить 125 или 150 миллионов жителей. Как у них покормят? Откуда, как они будут жить, как они будут двигаться? И как консервная банка загнали палестинский народ, и как только палестинские беженцы там бастуют, требуют возвращения домой, террористы! Как террористы? Так вы все, которые здесь находитесь сегодня, после этого мероприятия вернутся домой. А куда еще? Получается, вы занимаетесь терроризмом, что ли, если домой идете? Это расчавшенные мозги, это мозги империалистические, которые ничего не понимают, кроме просто захватить, урвать, отнять. Где есть война в мире, ищите руки Америки. Что такое Израиль? Это всего лишь военное подразделение Соединенных Штатов Америки. Не больше и не меньше. Они превратили Украину тоже в военное подразделение. Тайвань для них тоже как Израиль, для Китая. Украина как Израиль для России. И вот они через этого управляют мир. Израиль практически обеспечивает Америка и Запад все арабские ресурсы. Что делает Америка? Америка печатает деньги, на них покупает арабский нефть, а потом эти нефть еще предлагает арабским странам, которые продавали свою нефть в других стран, покупать их оружие. То есть практически это фальшивость. Фальшивость просто грабит имущество других народов. Поэтому вся трагическая судьба палестинского народа лежит на плече Соединенных Штатов Америки. И любая война в мире происходит, ищите руки сионистов, которые управляют Америкой. Вот даже Украина. Это кто провоцировал все это? Откуда это все? Это очень просто, легко понять. Вот этот художник, который написал эти картины, еще одна картина, палестинский народ оценил очень высоко. И в 23 году он стал личность года в Палестине. И в этом году он получил золотую медаль, 14 по счету во всей России и мире, великого иконописца Николая Ивановича Крылова. Это замечательный художник, юбиляр, который сегодня у него и персональная выставка в честь 55 лет, член Императорского православного палестинского общества, руководитель нашего отделения
руководитель отделения Комитета по культуре, общества, дружбы и сотрудничества народной Чувашии и Палестины в Башкортостане, руководитель делегации, который сегодня здесь присутствует, и автор этого проекта «Палестина глазами художников Республики Башкортостан» Альберт Фагимович Хабибуллин. Я прошу вас подняться, чтобы вас увидели. Он приехал к нам сюда со своей очаровательной супругой Лира, которая никогда еще не была в Чувашии. Она чувашка, она первый раз в жизни посетила Чувашской республики. И столько у нее любовь к земле Чувашии и все, что здесь видится. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что палестинский народ за всю свою историю никогда ни на кого не нападал, все время освобождает свою родину от оккупантов. Палестина – это ворота в небо, Палестина – это ворота к Богу, Палестина – это родина Иисуса Христа, мать его чистокровная палестинка из города Назарет. Иисус Христос подарил миру мир. Он не использовал ни танки, ни самолеты, ни спецслужбы, ни армия, ни оружие, ни ракеты, чтобы распространить добро. Это было слово. Он использовал слово, и уже более 2000 лет не только жители России, а большинство жителей Земли верят в Иисуса Христа. Будем мы, палестинцы, сражаться до конца, чтобы жить свободой. Мы не можем в 21 веке остаться рабами. В секторе Газа сейчас убито по официальным данным и ранены, по официальным 160 тысяч, но те, которые еще не подняли из-под домов своих, может, в 5-6 раз больше, отключили от палестинцев воду питьевую уже 10-й месяц, запрещают продукты, никаких продуктов, ни электроэнергия, ни бензин, ничего. Все больницы уничтожены, все школы уничтожены. В Палестине все театры уничтожены, все музеи уничтожены, все здания уничтожены, все дома. Ничего не осталось в Палестине для того, чтобы палестинский народ мог жить. За что? За то, что он хочет просто вернуться к себе домой и просто жить в мире. А это что, преступление жить у себя на родине? Это что, теперь преступление? Дорогие друзья, я безмерно благодарен вас всех за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Благодарю дорогого митрополита Сергия, митрополит Алтайский, Барнаул-Алтайский край, который отправил сегодня наш дорогой отец Анатолий здесь для того, чтобы принимал участие. Пожалуйста, отец Анатолий, покажитесь. Да, что принимал участие на открытии этой выставки. Эта выставка теперь она как совместная императорское православное палестинское общество, отделение Алтайское и Чувашское. Благодарю также моего большого друга Вячеслав Александрович Тимофеев. Этот уникальный человек, спортсмен, президент семейной карате. Еще когда-то, я помню, я его знаю больше 30 лет, он еще был кандидат в президенты Чувашской республики. У нас здесь собрались самые добрые люди, самые верные друзья, самые преданные, самые прекрасные. Я им всем очень благодарен. И прежде чем, как я сейчас сяду, сейчас я вам дам одну секунду. Наших дорогих Альберт Фагимович и Лира 22 года свадьба. И они работают ее на чувашской земле, и мы со своей супругой им дарим, пожалуйста, сюда подойдите. И Лира, покажитесь, пожалуйста, здесь. И Альберт Фагимович. Вдвоем. Чебоксарский пастырный видео.
Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне. «Палестина» глазами художников России выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную, своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань. И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу. Палестина – это история человечества, это история культуры мира. Поэтому знать эту историю, знать первоисточник – это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Басам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеских Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведкой в Париже. Вот, он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончиться оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружески очень много у нас художников участвует. Из Хакасия, из Ярославля, из Кривочепец, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей.
Любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой наш смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международное право, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя жизни на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир. И выставка, посвященная вот как раз этой теме, представлена сегодня здесь, в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителю вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников,
Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью. Мы всегда с ними вместе и неотрывно. Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. Вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот, и я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действия многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто понимает, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке, ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот. Поэтому старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, ну, такие, как сказать, ну, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешней, современной именно. Но у меня работа посвящена больше, ну, прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Ну, правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, как бы, камни помнят. То есть те, ну, представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, ну, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы, в том числе, и можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые, и рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников, вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал. Вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать. Ну, конечно, отстали уже много, но надо еще не отставать, еще много надо сделать, чтобы, ну, как бы высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, ну, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия,
Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это Марина Албалави написала. Обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должно быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору, за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Эта картина называется «Палестина. Мать земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь мать этой земли, которая от горя, от оккупации, от потери Родины, в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Ксисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свой грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это мать земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия, и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке.
Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск, еще много городов. Это многонациональная выставка, она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны также родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро. Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследований, в космосе. Приглашаю почетных гостей, дорогой Вячеслав Александрович, дорогой Альберт Фагимович, пожалуйста, Владимир Порфирьевич и отец Анатолий, пожалуйста, сюда. И мы разъезжаем ленту открытия наша первая выставка в истории Чувашии на Чувашской земле «Палестина глазами художников Республики Башкортостан». 110-я выставка «Палестина в наших сердцах». И выставка Лариса Солнечная, 31-я «Палестина в моем сердце». Можно каждому по кусочку, кому хочется на память порезать по кусочку на память.
Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня быть здесь вместе с вами. Я утром написал моему другу, доктору Басаму, слова, которые высказал наш министр иностранных дел Лавров на сессии Организации Объединенных Наций. Он сказал, нельзя говорить или решать вопросы Палестины без Палестины. И еще раз подтвердил, что Россия стоит на позиции, что Палестина должна быть государством, признанным всем миром. Но, к сожалению, сегодня же или вчера парламент Израиля, Кнессет, принял закон о том, что они никогда признавать не будут Палестину государством. Это говорит о том, что этому народу придется еще бороться за свое будущее. Но за этим народом великая страна, Россия, сильная и мощная. Поскольку я чувашский парень, возглавляю Всемирную конфедерацию карате, провожу чемпионаты мира Европы, Азии, Африки и Панамерики, я понимаю трудности Палестины, трудности спортсменов этой страны. Но я в лице доктора Басама через него приглашаю на все мероприятия, которые мы проводим в мире спортсменов Палестины в области единоборства. Единоборства, они нужны всем странам. К примеру, наши единоборцы, наши каратисты, ведущие специалисты сегодня работают с выпускниками Академии Федеральной службы безопасности и готовят их к боям, которые проходят на Украине. То же самое, если Кнессет Израиля принял такой закон, придется пройти этап и юношам и взрослым мужчинам Палестины. Добро пожаловать палестинским юношам в секции карате. Мы будем их учить и готовить. Спасибо. Я хочу своему подарить книгу, которую с супругой перевели, роман «Любовь и хлеб». Это первый палестинский роман, который переведен на русском языке. Я думаю, прочитав его, мы еще больше узнаем о Палестине. Там все основано на реальных событиях. И еще лента дружбы народов с палестинским флагом и символ борьбы палестинского народа за свободу, освященная в храме Рождества Христова в Вифлееме и в мечети Ал-Акса в Иерусалиме. Пусть Бог его благословит, хранит его всемирно, всегда не здоровый и счастливый. Теперь я хочу передать слово представителю митрополита Алтайской. Как она называется? Барнауль Алтайский? Алтайская митрополия, член Императорского православного палестинского общества. Как вы знаете, наше основное общество уже 142 года, его возглавляет на сегодняшний день 16-18 лет уже Степашин Сергей Вадимович, а в Алтайск возглавляет сам митрополит. Пожалуйста. Дорогой доктор Басам, дорогие отцы, братья и сестры, вам всем хочу передать благословение нашего владыки митрополита Сергия. Сегодня мы именины, день памяти преподобного Сергия, радуемся перенесению мощей. И всем вам хочу передать благословение, пожелать Божьей помощи всем в трудах на благо и нашего Отечества земного. Если мы не будем любить свое земное Отечество, то мы не сможем любить и свое небесное Отечество, которое есть рай, которого каждому Господь предлагает, Иисус Христос, родившийся в Палестине, который умер на кресте, был распят на кресте, не сделавший никакого зла, был погребен и воскрес на третий день. Своим воскресением открыл ворота рая каждому желающему войти в них. И нам, дорогие братья и сестры, необходимо дело любви являть, выполнять первую великую заповедь: возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением твоим, и ближнего своего, как сам себя. Должны мы любить и себя.
Это значит не желать себе зла. Это значит желать помочь ближним. И желая помощи Божьей братскому народу и Палестине, чтобы мир действительно был во всем мире. Вот, чтобы Господь благословил люди своей мир, чтобы мы прежде всего смотрели вглубь сердца своего, стараясь извлекать из него занозы неправды, зависти, раздражения, злобы. И по слову преподобного Серафима Саровского, начни спасение себя, и вокруг тебя тысячи спасутся. Если каждый будет находить подарок сначала в своем сердце, в своей квартире, в своем доме, тогда действительно будет порядок и во всем мире. Желаю помощи Божьей всем вам, доктор Александр Васильевич, Отец Анатолий повезет с собой в Сибирь, в Барнауле, в Алтайский край. Это книга, которая основана на реальных событиях и рассказывает о всем, что происходит с палестинским народом. Вечером я отправляюсь уже назад. Будем на машине, нам предстоит преодолеть почти 3000 километров. Будем проезжать через Уфу, Казахстан, Львов, Кушин, Курган. И дай Бог благополучно к празднику Казанской Иконы Божьей Матери доберемся до Барнаула. Спасибо, Господь Божий благословение. Аминь. Дорогие друзья, теперь настала очередь нашего дорогого гостя из Уфы, из Башкортостана, наш Альберт Фагимович. У нас присутствует здесь и Лариса Солнечная из Москвы, известный общественный деятель, дизайнер, певица, актриса. У нас присутствует еще наш дорогой художник, педагог из города Ульяновск, уважаемый Виктор со своей супругой. У нас присутствует из города Ярославль педагог замечательный, это Светлана Юрьевна Бичкова, через которого вся эта наше движение началась. Это она начало всех начал, поэтому присутствует у нас Маслова Валентина Ивановна, присутствует у нас наши скульпторы, еще знаменитых писательных художников Чувашия, вот он занят чем-то там. Владислав Зотиков. У нас очень много здесь присутствует. У нас член Совета Императорской православной палестинской чувашское отделение Павлов Александр Вячеславович, замечательный наш художник, который тоже стал 2 года назад человеком года в Палестине за 2 картин Иисуса Христоса и палестинский народ. Очень такие картины, аналогов в мире их нет. Вот, так что в конце у нас по-любому будет свободный микрофон для того, чтобы каждый мог что-то сказать. У нас еще сегодня присутствуют певцы, у нас замечательная певица эстрадная, наша дорогая Валентина Семенова, которую вы видели в фильме, да, она пела наша выставка, у еще есть песня о Палестине, кстати, она ее споется. И у нас есть такой заслуженный артист, пока заслуженный артист Чувашской республики. Я уверен, что будет заслуженный артист России. Это Андрей Макаров, замечательный голос, такой удивительный голос. Я думаю, кто-то о нем слышал, видел. Но вы сегодня все послышите, а пока я даю слово дорогому Альберту. Все сказали, сказать уже нечего. Хочу в первую очередь благодарить Республику Чувашию, что приняли нашу выставку. Это впервые у нас такой совместный обмен. Спасибо доктору Басанову за его такой, не сказать, очень кропотливый, тяжелый труд, собрать такой короткий срок более 200 художников, собрать такую коллекцию картин. Это дорогого стоит. Я сам член творческого союза художников. Более около 10 лет работал в заведующей художественной галереи в городе Белеве, Республики Башкортостан. Занимался как раз и организацией всяких мероприятий, выставок, проектов. Я знаю, что это такое. То есть какой очень
тяжелый, ответственный труд. Долго вас задерживать не буду, общих выступающих. Здесь вашему городу в августе 555 лет исполняется юбилей. И вот хотел от себя лично, от Товарищества Советской Художественной Республики Башкортостан, подарить одну работу свою в дар города. Это храм Николая Архангела, представитель Лариса Анатольевна. Лариса Анатольевна. Такая работа. Это дар города Чебоксар, 150-летие. Там уже Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, Альберту Сергеевичу пусть несет с собой символ борьбы палестинского народа за свободу. Господь его благословит, чтобы он потом возвращался довольным, счастливым и захотел еще раз посетить наши любимые Чуваши. Еще раз, дорогие друзья, вы посмотрели ведь фильм, первый фильм о нашей первой выставке. А кто создал этот фильм? Знаете, кто, как его зовут? Погромче. Виктор Чугаров. Виктор Чугаров наш кинорежиссер, которого я знаю больше 10 лет. Уже даже, наверное, 15 лет, или сколько-то лет. Виктор Чугаров очень скромный, но он большие дела делает. Он очень добрый, он очень талантливый. Он без ничего может сделать красивый фильм. Он патриот своей родины, патриот России. Он много фильмов хороших делал. У него в проекте, я знаю, несколько фильмов тоже хороших. Они еще не завершали. Я попрошу вас, дорогой Виктор, поближе сюда. Я вижу издалека, тоже стоит наша Людмила Ивановна, замечательный человек из музея художественного. Такой замечательный, когда я еще приехал сюда в Чебоксарах, я больше 30 лет знаю. Любая делегация из-за рубежа, я возил в художественный музей, она всегда встречала очень хорошо, рассказывала. Наизнанку выходила, чтобы гостям все это донести. Она большой патриот, любящий свою родину. Она действительно человек, который купается в культуре вечно. Она настолько замечательный человек, что я давно не работаю. На этом удивительном мероприятии. Это очень красиво, когда собираются люди разных национальностей, чувствуют добро, чувствуют силу. И вот этот вот земной шарик, его так надо сохранить, чтобы все народы поняли, зачем мы здесь, на этом свете живем. Господь нам так много даровал, и мы все такие талантливые, и мы все можем творить, создавать этот удивительный рай на земле. Спасибо вам, что вы всех здесь собрали. Мало говорит, но очень много делает. Да, мало говорю, но очень много делаю, это слова Пасама. И как-то он один раз сказал, если я молчу, значит я много мыслю. Я как-то его слова услышал и подумал, а на самом деле это правда. Через мысли я применяю все свои фильмы, которые создаю на реальных событиях, в том числе, которые сегодня вы посмотрели. В том числе и у меня была задача и интерес. Я снимал первую выставку, хотел побывать очень на сотой выставке. И мы с вами поехали в Елабугу, где эта сотая выставка была в этом году. Желаю вам еще дойти до 1000-й выставки, на которой я тоже
принимаю участие с удовольствием. Спасибо. 10-я юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников», приуроченная к 33-й годовщине провозглашения государства Палестина, открылась в стенах Общественной палаты 26 ноября. Организаторами выставки выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Духовное собрание мусульман России, региональная общественная организация Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Выставка прошла при поддержке и содействии посольства государства Палестина в Российской Федерации. Для нас это важное культурное, общественное событие, потому что многие народы, населяющие нашу страну, да и во всем мире с глубоким уважением относятся к этой земле, к этой территории, где зародились авраамические религии, где каждое место несет свою историю, свою культуру и взгляд в будущее. Палестинские и российские отношения длятся больше 1000 лет с момента принятия христианства в России. И единственная, наверное, страна в мире, которая построила город и его назвала Иерусалим, Подмосковье, это Россия. Там это копия от города Иерусалим, там музей Иерусалим. Вы понимаете, когда-то чувашский патриарх Иван Яковлевич Яковлев писал: «Любите Россию, и она будет вам матерью». И я тоже повторяю: любите Россию. И он был прав. И Россия мать всех свободолюбивых людей на свете, мать всех свободолюбивых народов, мать по защите мира на земле. Данное мероприятие посетили члены Общественной палаты Российской Федерации, российские и иностранные дипломаты, общественные деятели, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Императорского православного палестинского общества, общественных организаций и ведомств. Международная экспозиция собрала полотна более 250 художников, работающих в разных жанрах. На полотнах запечатлены уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничеств, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей. Основная цель данной выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать посыл к миру, установлению межконфессиональной и межкультурной гармонии в современных условиях. И, конечно же, мы надеемся, что мероприятия подобного рода будут повторяться все чаще и чаще, что послужит оплотом дальнейшего развития кросс-культурных взаимоотношений между российским и палестинским народами. Пресс-служба Духовного собрания мусульман России. Разбавить немножко нашего мероприятия, я предлагаю пока услышать удивительный голос будущий заслуженный артист Российской Федерации Андрей Макаров. Вы не против? Давайте. Сейчас для вас прозвучит песня «Красное солнышко», музыка Павла Айдаминского и слова Игоря Шеферова. Поляны
песню русскую спою. Не приди, не дали, я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава в небе синь синева и светла от берез Россия. Как вам, дорогие друзья? Теперь у нас будет демонстрация, 31-я выставка наша дорогая Лариса Солнышная. Видите, сейчас какие красавицы девушки. Они будут ходить в таких костюмах, которые наш дизайнер Лариса Солнышная смогла на этих костюмах изобразить палестинских картин. Для информации хочу повторить, что Лариса Солнышная – это член Императорского православного палестинского общества, она дизайнер, модельер, художник, дочка художника. И она еще работала, сотрудничала со знаменитым дизайнером Зайцевым. Я хочу сказать пару слов. Дорогие друзья, я очень рада, что я сегодня здесь, именно на 110-й выставке. И очень символично, что сегодня мы увидели первую выставку, мы видели такой подъем душевный, да, люди все улыбались, радовались, интерес, и даже дети смотрели с интересом. Очень рада видеть вас, друзья, и новых, и старых, и Светлану Бучкову, которой сейчас мы дружим очень крепко и делимся и радостью, и бедами вместе, и принимаем друг друга в разных городах, но дружим. И очень счастлива, что сегодня приехала на гостеприимную землю Чебоксары. Сразу побежала на Красную площадь, потому что была я на ней зимой, и летом просто тоже прекрасно, и зимой, и летом ваш город прекрасен. Люди излучают свет, тепло, и вам благодарю за это. И выставка, конечно же, перешагнула просто выставку. Это, как сегодня уже было сказано, объединение народов, объединение людей, и это сплочение. И я вижу, что каждый человек желает только добра, не хочет зла. И желаю, чтобы поскорее закончились войны на земле. Ну, а сейчас вы слышите такую мою визитную карточку, песня «Солнечная страна». Мы с доктором Басом много объездили. И крупные города, как Ишкарала, и маленькие деревеньки, чувашские деревеньки. И в лютую зиму мы приезжали, и мои костюмы одевали простые чувашские женщины, и непростые женщины, Мариэл, например. И если это библиотека, то библиотечные работники, если это Дом культуры, культурные работники. В общем, я рада, что признаны мои работы. Вы увидите, я не всю, конечно, привезла коллекцию, немножко. Вот, увидите здесь и ваш город, и Москву. Это все отрисовано. Рисую я аромакрасками, потому что я аромапсихолог. И у меня одежда вся информационная. Вот. И в основном я рисую картины известных палестинских художников, как, например, на мне совершенно свежая работа Талиб Двейк, известный палестинский художник. Здесь его картины, ну а сзади моя интерпретация. Палестина в огне, к сожалению, и стекает слеза. Вот. А сейчас песня и демонстрация картины. Пути
первый боевой опыт? Дорогая Лариса Солнечная, я хочу, чтобы вы принесли с собой до Москвы и везде, и всюду. Пусть Палестина всегда вас окружает, пусть Бог вас всегда хранит, Христос всегда спасает. Девушки, все молодцы, это очень-очень здорово. Вот. Где у нас еще номера есть, у нас еще и Макаров будет петь, еще Валентина Семенова, наверное, да? Где Валентина? Я не вижу Валентина Семенова. У нее очень хороший голос, у нее хорошая песня о Палестине. Она еще у нас, знаете, она пела еще у нас в Москве общественная палата Российской Федерации. Мы провели в Москве, в Московской области, более 30 выставок. Вот представьте себе. Спасибо большое, уважаемый доктор Басам, уважаемые участники выставки. Вы не представляете, какие у меня сейчас ощущения. Прошло целых 3 года, и за целых 3 года был проделан во главе с доктором Басамом и таким количеством художников такой долгий и большой путь. Это настолько удивительно, что просто диву даешься. Ну, я хочу предложить вам песню к вниманию. Эту песню я написала к 13-й выставке, посетив вот 10-ю выставку, которая была открыта в Общественной палате в городе Москва. «А тебе Палестина». Извините, конечно, я приболела, но так как такую выставку не могла пропустить, у меня с голосом, может, не совсем. Пожалуйста, пожалуйста. Погромче, может быть? Тебе Палестина, эти картины, а тебе Палестина, они говорят, эти горы, равнины, города и оливы, о священной земле, о священных садах, солнце светит на нашей планете, мы все ведь дети одной земли. Палестина, эти картины поют о тебе и о любви. Священная земля, священные сады, под этим солнцем будешь свободен.
Эта песня была написана, когда не было еще таких действий, которые сейчас происходят. Она была написана 3 года назад, но актуальность ее не поменялась, я думаю. Ну ладно. Да. Поэтому спасибо большое, что вы есть. Спасибо вам большое. Недавно я приехала с Алтайской земли. Вот вы говорите, 3000 километров. 3,5 километра я проделала, участвовала в межрегиональном конкурсе фестиваля композиторов, который песни Тульского лета, который проходит ежегодно. Ну, я уже скажу чуть-чуть, балкон увидела родного человека, считайте. Песни Тульского лета, они проходят 25-й раз, юбилейный был, и Чувашию на этом фестивале представляла я. И там со своей песней «Романс» заняла 2-е место. И мне так приятно видеть человека, которого отца Я хочу вам подарить «Весна с первой же выставка». Да, это я поет о свободе Палестины. Это символ борьбы палестинского народа за свободу. И как я сказал, освящен мрамор Рождества Христова в небе, святых Аллаха. Пусть Бог всегда вас хранит. Спасибо большое. У нас сейчас Макаров, да, должен? Андрей? У нас еще, знаете, что отец Анатолий хорошо поет? Я не хотел услышать его. Отец Анатолий, музыка мне нужна, но голос хороший. Отец Анатолий, давайте, дорогой. Он какой? Я не сильный певец. Ну ничего, куплет, фрагмент. Я хочу спеть такую еще вашу национальную песню, которая у Адриана Николаевны песня была «Вещь, вещь, кубок». Ну, скажем так, прошу прощения за мой. Ладно. Вещь, вещь, кубок, вещь, кубок, варман вернейший дичей, варман вернейший цесарь, юмарщине глаза чот-чотован, чотован, эбирдукса кайчей, эбирдукса кайзасан, сидящине глаза. Вот такой. Готовы? Или нет? Если не готовы, можно как-то нам говорить. Микрофон не работает. Нежно зимою точится лето,
35-я выставка Чебоксарской. Вообще такой замечательный, мы его очень любим, ценим. Я думаю, наши гости все оценили его голос, хотя микрофон подводил. Ну, натуральный голос, тут микрофон, если микрофон нет. Главное, заметьте, я хочу, чтобы он был всегда хранил, даю от души. Вот этот палестинский подкаст. Друзья с разных концов нашей страны необъятной. Я приготовила песню «Терля нацизем» на чувашском языке о многообразии о многообразии чувашского гостеприимства и о многообразии народов, населяющих нашу Россию. И сейчас, в это время непростое, именно единство наций, оно является даже ведущей силой, которая стоит на страже России. Это тоже упомянуто в песне. Разные нации о том, что наши бескрайние поля, высокие горы, прекрасные реки, полные озера, рыбы и вообще всей благодати, об этой песне. На чувашском языке это я просто перевожу. Микрофон работает, может быть. Если хотите, можете приплясывать. Он работаешь?
рада знакомству новым гостям. Хочу пожелать, чтобы мы дальше вместе шли, помогали друг другу, стремились к успехам и были самыми лучшими. Я хочу, пользуясь случаем, я хочу Светлану наградить таким благодарственным письмом. Ну, так как мы тут большая семья, да, я являюсь художественным руководителем культурного форума, вот, на которой бывает у нас и доктор Басам, и Светлана много сделала для нашего форума, и вот награда нашла своего героя. Я всех приглашаю 8 ноября в Москву, приезжайте, президент, отель, и вы обязательно, доктор Басам, приезжайте. У нас будет большой культурно-экономический форум, где мы поговорим и об благотворительности, и будет 2 пленарные сессии, будет награждение, гала-концерт, закончится все это красивым конкурсом красоты. Так что я вас приглашаю всех, и найдется всем время и место выступления. Людмила Ивановна, я вас на минутку хочу сюда пригласить. Людмила Ивановна большой интернациональный человек. Я ее знаю больше 30 лет. И я очень хочу ей поговорить. Это о Палестине. Палестина это сердце России, можно сказать, потому что Владимир Путин говорил, Палестина для нас это слабость, это наша слабость. Вообще в мире Палестина, она важна не только для христиан, не только для мусульман, да и неверующие люди, да, не важна. И все регионы, если подумать, почему календарь живет? Чей календарь? Рождество Христово. А где Рождество Христово? Кто его у нас? Католический календарь, в котором вся земля живет, включая неверующие земли. Поэтому примите, пожалуйста, от меня этот подарок, символ нашей дружбы и ваш величайший президент России. И видите здесь, дорогие друзья, эту картину. За что президента Ирана убили? Это ведь не случайно убили. Это так просто не бывает. За то, что он посмеет ответить на то, что Израиль бомбил консульство Ирана в Дамаске. Убил его дипломат. А как? А почему нельзя ответить, если ты убиваешь своего дипломата? Нет в мире такого, чтобы бомбить посольство. Всегда у нас есть такие художники в Чувашии, которые опережают весь мир. И есть такой художник, которых картин нет аналогов в мире. Ему в 22 году дали человеком года в Палестине. Это Павлов Александр Вячеславович, это вот одна из его работ. Он объявил всех в России, написал президент Ирана Раиси, большой друг России, союзник России, и министр иностранных дел Ирана, который тоже погиб в том же самодушии. Я бы хотел, чтобы наш дорогой Александр Вячеславович, такой добрейший души человек, такой дружелюбный, вся команда наша его любит. Хочу, чтобы он несколько слов сказал. Добрый день, уже близится к вечеру. Погромче. Очень часто, что 3 года назад судьба свела нас всех вместе под руководством уважаемого доктора Басама. Вот, мне, в общем-то, однокурсница своя сообщила, что есть такая выставка, организуется выставка на тему Палестины. Вот, у тебя, говорит, есть картины, я пишу на евангельские темы. Вот. Ну, я принял доктор Басам одобрил.
Вот до сих пор мы сотрудничаем. Вот, написал я несколько картин на евангельские темы. Вот, то, что доктор Басан упомянул, вот, «Человек года», это тоже были на евангельскую тему, 2 картины в Иисусе Христе. Вот. Ну и пишу я также портреты известных людей: Ясера Арафата, Нельсона Манделы, вот, тех людей, которые положили свою жизнь за мир, за счастье палестинского народа. Нельсон Мандела тоже в свое время помогал очень сильно Ясеру Арафату. Ясер Арафат помогал Нельсону Манделе за мир. Ну и вот, таких великих людей, конечно, которые сумели найти в себе силы гегемону противостоять, надо, конечно, отдать уважение. Ну и вот я написал погибшего президента Ирана в России. Вот, я как подумал, что надо это стоит того. Он был большим другом палестинского народа и защищал палестинцев, и помогал, и так далее. Спасибо всем, что почтили вниманием наше мероприятие. Всем здоровья, счастья палестинскому народу, мира Палестине. Спасибо. Пожалуйста, наш новый художник, педагог из Ульяновска, вот наш дорогой друг, ему дают слово. Здравствуйте, добрый день. Как говорят, случайностей не бывает. Получилось так, что до этой выставки в этом зале была моя персональная выставка, где я уже снимал свои работы, начали заносить работы вот для этой выставки. И доктор Басам предложил, он говорит, давайте выберем из ваших работ какую-нибудь для нашей выставки. Посмотрели, и действительно нашли одну работу, которая подходит и к этой теме тоже. В основе того рисунка, который вот на этой колонне здесь висит, изображен вот такой знак. Это стилизованная буква чувашского алфавита. Это такой памятник мы поставили в Ульяновске в честь нового чувашского алфавита, который я создал. Здесь символика такая. Верхняя дуга символизирует солнце, нижняя дуга символизирует землю, и это гора, которая соединяет верхние и нижние миры. Конечно же, я, получается, каким-то образом случайно, но тема Палестины, для меня она близка, и я считаю, что действительно, если кто-то там слышит, конечно же, у этого народа должно быть свое государство. Поэтому я рад, что присутствую в этом коллективе, на этой выставке. Я хочу вам вручить этот символ. Так, спасибо большое. И хочу подать его спасибо вам большое. Дорогие друзья, Владислав, спасибо большое. Дорогие друзья, у нас всегда принято на нашем мероприятии все, кто принимает участие, им вручат на память благодарственное письмо о художникам дипломе. Кого мы не учли, или не могли, или не знали, что будут, мы это позже делали. Поэтому я начну с благодарственного письма нашему дорогому Анатолию Рачкару из нашего отделения. Лариса Анатольевна, где наша Лариса Анатольевна? За Лариса Анатольевна еще не только благодарственное письмо, еще палестинский подарок. Поскольку я здесь сейчас оказалась, то позвольте от персональной библиотеки вручить благодарность вам, уважаемый доктор Басам. Спасибо вам. Светлана Юрьевна, спасибо огромное. С детьми проделали огромный путь, приехали. Альберт Хагимович, искренне благодарна вам за такую уникальную выставку. Спасибо огромное. Александр Вячеславович,
нашей солнечной Ларисе Михайловне. Спасибо большое. Спасибо. Пока не уходите, пожалуйста, поздравляйте этой библиотеки ближний министр культуры Чувашской Республики Роза Михайловна Лизакова. Для нее тоже благодарственное письмо, ее сегодня нет с нами, но она передаст. Да. Спасибо. Она в 3 разных странах. Павлов Александр Вячеславович, наш дорогой, наш. Так, Альберт Владимирович, пожалуйста. Павлов Альберт Владимирович, еще один диплом. Так, Лариса Солнечная. Так, Нагорный, отошли всех, кто отошли, вы через Ларису Анатольевну, хорошо? Пожалуйста, Лариса Анатольевна. Это для Нагорного. Да, он извинился, поехал внука выписывать Конечно, из роддома. очень хорошо, очень хорошо. Родился внук, первый внук, и несмотря на это приехал сюда. Бичкова Светлана Юрьевна. Так, теперь, пожалуйста, сюда Альберт Фатимович. Я не буду здесь озвучивать, это все наши дорогие, так, держите, это наши дорогие из Республики Татарстан. Вот если кто-то из Чувашии, из Москвы, вот оставите здесь, хорошо? Я им передам. Лариса Солнечная еще. Через Лариса Солнечная передадим. Через Ларису Солнечную. Куда у нас Светлана Бичкова? Так, еще что-то у нас есть. Целую упаковку продуктов. Так, вот еще. Так, у нас Морозов Андрей Николаевич. Где он? Сюда, пожалуйста, наш новый художник. Морозов. Куда? Виктор Глебович, пожалуйста. Первый диплом, первое участие на нашу выставку. О, Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты женщин защити, детишек малых, всех мусульман от смуты и от зла. Даруй победу братьям Палестины и защити святыню Аль-Акса.
О, Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. О, Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. О, Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah.
can never hurt you, 'cause your soul will always be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. يا فؤادي دع سوى الله، فوض الأمر لله لله. قل ونادي حسبي الله، قل فما خاب عبد دعا الله. الله لا إله سواه، لا تخالطه الظنون ولا العيون تراه. الله جل في علاه، هو أنسي وملاذي أحتمي بحماه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إلهي أنت جاهي، في يديك مماتي ومحياي. أنت حسبي نور قلبي، عند ضعفي وهمي وبلواي. مولاي غايتي ومناي، لك وجهت سؤالي ورفعت يداي. مولاي أمسي ورجاي، فأزل عني كروبي واستجب لدعاي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل.
انتصارك بكرة جاي، أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي، يملى قلب الضلمة ضي. حاصر حصارك واصل مسيرك، وارسم بقلبك خطوط مصيرك. اهزم سكوتنا وتحدى موتنا، يصبح السجان أسيرك. حاصر حصارك واصل مسيرك، وارسم بقلبك خطوط مصيرك. اهزم سكوتنا وتحدى موتنا، يصبح السجان أسيرك. انتصارك بكرة جاي، أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي، يملى قلب الضلمة ضي. حاصر حصارك انتصارك بكرة جاي، أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي، يملى قلب الضلمة ضي. حاصر حصارك انتصارك بكرة جاي، أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي، يملى قلب الضلمة ضي. حاصر خضوعنا حاصر دموعنا، والذل فينا لما رجعنا. اكشف طريقنا ومن صدقنا، وازاي بكل سهولة معنا. حاصر خضوعنا حاصر دموعنا، والذل فينا لما رجعنا. اكشف طريقنا ومن صدقنا، وازاي بكل سهولة معنا. انتصارك بكرة جاي، أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي، يملى قلب الضلمة ضي. طول ما انت فيك النبض حي، انتصارك بكرة جاي. طول ما انت فيك النبض حي، انتصارك بكرة جاي. حاصر حصارك انتصارك بكرة جاي، 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 انتصارك بكرة جاي. You trapped me in, shut out, and put me down, keeping the world far out with walls around. Just stop resisting and you'll be fine. We've heard you say this a million times. I wanna live my life in harmony, the way the Holy Land was meant to be. Have you been blue blinded by the media, chipping away at my hurriya? With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters. I set the clouds on fire 'cause it's how I feel. I want the world to know that my pain is real. It's time to make it right, it's time to join the fight. 'Cause I can't breathe, just let me be. With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters. I see your lights, they're flashing red, white, and blue. Just keep it cool and calm, it's what we're told to do. Hands in the air now and you'll be fine. You've only done this a million times. Just know I'm proud, in love with my own skin. That's all you see, your fear is running you thin. You say I'm only here to protect and serve, then why do I feel like I'm lesser
matters. Only got one and it'll pass us by. Time's running out and then we wonder why. Looking at a mirror, tell you what I see. The world gets better when I start with me. I'll set the clouds on fire cause it's how I feel. I want the world to know that my pain is real. It's time to make it right. It's time to join the fight. Cause I can't breathe, just let me be. With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters.